Несколько месяцев назад Надежда Пепеунырова почувствовала легкую одышку. Поначалу и значения этому не придавала. Вот только с каждым днем недуг начинал беспокоить все сильнее. В итоге сдала тест на коронавирус. ковид подтвердился. В больницу Надежда Васильевна поступила уже со средней тяжестью заболевания. Спустя пару дней пациентке предложили пройти курс гелий-кислородной ингаляции. Эффект ощутим уже спустя несколько процедур. Наши доктора сразу же назначили кислородотерапию. А потом буквально через 2-3 дня предложили кислородно-гелевой смесью, лечение кислородно-гелевой смесью. Я согласилась. И, в общем-то, результат буквально через 3-4 дня стало уже значительно лучше. Сама терапия представляет собой вдыхание горячего газа. Как правило, температура смеси достигает 95 градусов по Цельсию. Такая процедура назначается дважды в день на протяжении недели. Вот такая вот формула здоровья. Это вдыхание горячего газа. Гелий, он ведь без вкуса, без запаха. В смеси с кислородом тоже без вкуса, без запаха. Как бы просто вдыхаешь горячий воздух. Нагретые говорят, что до 95 градусов. Всего в исследовании приняли участие больше 80 пациентов разной степени тяжести. Как показывает практика, уже спустя несколько дней, а то и процедур, пациенты идут на поправку. А значит, и аппараты искусственной вентиляции легких им ни к чему. Чтобы в меньшей степени больные попадали на аппараты ИВЛ, проводится гелиокстерапия. Она позволяет более лучшему насыщению крови кислородом, без снижения сатурации в постоянно раскрытые альвеолы. На сегодняшний день проведено уже более 800 процедур. Однако аппарат для такой процедуры всего один, да и тот является прототипом. Новая модель уже проходит регистрацию, а значит, в скором времени прибудет и к нам. Татьяна Супряткина, Виктория Денисова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.